20 марта 1820 года генерал Алексей Ермолов написал письмо министру иностранных дел царского правительства. Поводом для этого послужило намерение правительства увести русские войска из Абхазии. Сухум – единственный опорный пункт на восточном берегу Черного моря, писал он. С уступкой Сухумской бухты разовьется морское пиратство, и наши купеческие суда уже не осмелятся приходить в Редут-Кале, и мы лишимся подвоза из России провианта, не в силах будем защищать наших владений, и тогда лишимся не одной Абхазии. 20 марта 1854 года было принято решение об упразднении Черноморской береговой линии. В Черном море против сильных неприятельских флотов защиты нет, писал Михаил Воронцов Николаю I. И падение всего, что мы имеем на этом берегу, даже при сохранении, может быть, Новороссийска, будет иметь самые пагубные следствия для могущества России на Кавказе и для влияния России в Европе. 20 марта 1920 года Рауф Арбай-Ашхаруа был арестован англичанами и сослан на остров Мальту. Напомним, что в конце 1919 года Арбай был избран депутатом Константинопольского меджлиса, где была создана фракция из депутатов, поддерживающих освободительное движение в Турции. Эту группу и возглавил Арбай. За время работы в меджлисе он сумел донести идеи, дух и сущность национального движения далеко за пределы Турции. За это он и был арестован англичанами. В ночь с 20 на 21 марта 1921 года ценная церковная утварь была похищена из алтаря Моковского храма. Настоятельница обратилась за помощью к председателю Кадорского ревкома. Выяснилось, что кражу совершили жители соседнего села. Злоумышленников наказали, а имущество вернули монахиням. 20 марта 1940 года Совет народных комиссаров Грузинской ССР принял постановление о проекте плана сельскохозяйственного переселения на 1941-1942 годы. Документ предусматривал переселение 4800 хозяйств в районы Абхазской и Аджарской АССР. 20 марта 1993 года Владислав Ардзинба по итогам мартовского выступления выступил с обращением к народу Абхазии. Главнокомандующий вооруженными силами отметил, что благодаря этому наступлению приобретен необходимый боевой опыт как личным составом подразделений, так и командным. «Я верю, что правда на нашей стороне, и победа будет за нами», – заключил он. Мы должны говорить не о поражении наших войск, а неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, настойчиво ищем путь к освобождению нашего родного города, говорит и о нашей силе, и о наших возможностях. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни победы, бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. И я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. Напомним, что мартовская операция по освобождению Сухума оказалась неудачной, и абхазские части вынуждены были вернуться на исходные позиции. Тем не менее, принято считать, что именно она стала поворотной точкой в истории Отечественной войны народа Абхазии. 20 марта 2003 года в Сухуми состоялся 3-й съезд общественно-политического движения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Амцахара. Сопредседателями ОПД Амцахара были избраны председатель парламентского комитета по законодательству, герой Абхазии Владимир Начачуглы и военный комиссар Абхазии, герой Абхазии генерал Мираб Кишмария. 20 марта 1889 года родился Василий Агрба, священник, педагог. Он был одним из организаторов национально-освободительной дружины «Керас», вел просветительскую и пропагандистскую работу среди населения Абхазии. Василий Агрба занимал ряд ответственных постов, был председателем Верховного суда, председателем Абпромсоюза, наркомом промышленности. В 1938 году репрессирован.
20 марта 1938 года родился Алексей Гунба, заслуженный артист Абхазии. В 1964 стал дипломантом индивидуальных и парных танцев. В Госансамбле народной песни и танца Абхазии проработал солистом балета до 1973 года. Затем в эстрадном ансамбле «Уарайда» при Абхазской государственной филармонии. Был также хореографом-методистом в Центре народного творчества Абхазии. 20 марта 1955 года родился Беслан Аргун, герой Абхазии. С 14 августа 1992 Аргун в рядах абхазского ополчения. Воевал на Гуместинском фронте в составе 1-го батальона 1-й мотострелковой бригады. Принимал участие в январском, мартовском, июльском и сентябрьском наступлениях абхазской армии. Был участником сражений за села Каман, Шрома, высоту Ахбюк, Сухум и другие. Аргун с боями дошел до государственной границы по реке Ингур. За последние 10 лет в день 20 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2011 году – это 15 градусов. Самая же низкая температура в 2009 – это 3 градуса.